Ассаламу алейкум. Новогодний штурм Грозного. Чё, салават. Ва алейкум салам. Салам дечага масарга, салам хайюц. Тан умадиц юш алгедишун вой тара нохбус. Нахна мар Новый году вайнара убо мастахчун да тулан бяхтан деду. Маша Аллах, дел ницкаца. Ираске мастах цяцвяхкан бюсюра. Масошара нохбус диструлш. уже хваттан дел адатту ақ юодица цаучан пайдем хикерду дела юоди сундац сунтана оқбуса وين أتسوق أعداء لهجان مثلا تانا دينا شورت بوتسو بيوس تغالي شو خلش شو دا سي دويل داخلان شي دا غازة قبول دويل وقر حلقية دوسا تاق كيجير خوشني تساقين شانا أتسونا مصر إيتا يسان إشت دالقي ويزيح دونا الدنيا عدالة دال وزير دولشتو وران دي عشان بلدو مداقر سبحانه وتعالى هر سندو زيرت يهوات تعدونا وتسون كيتشلر وش كيتشريكلر اختياشتخلر وش تدو تغناو أخشتان خاتر شداح خاتر جواب لردو وعليكم السلام فريدو مارشو نوخشيها Там ходич багато що Україна б'ють там ще могла і українська інфраструктура це ріогош عدوان سرقة وعنهش تبولت غيرش بو وين عيت اللي تري ناخدونا شي موح قلربة كيتش بولش أربل بناخ شيلانسي بتربات سرقة راسك دايم عادة يحيلدو شيل هانشوات إليش شي مواستوشن تاونا اشتقاح دايل بوها بويل دايل بيرقا بويل دايل آتا اوتيل اشتقاح اشت إدو عادي يدو قويتانا دايق وايك انتي بوتسقاحا ونوحشي بطلي ونشكادون اشتغل عالش بويل أجي أشخاترش دي سو إشتهم ديتس خباش لأن واتستانا وإشتغل شوال حاجم تانا بيس بيستل عاري ولا دي غردين أو إجوش لون شوال لسو ريتشارد مارشوي و الخدع خيل الخيل نسيوم كشوت على فيلم يور دايتي ناس ومت وكيجي ناخ يحش بوش يوجو كيجي برخدع حساسو ورا شيشو درس خدع دوان أتبوس ويشو جيم غولش وشي دوان سنة يلغيتشو غيريتشو خاشز درماتسون دوان اشتقو كيجير هاي برد تبوس أتعالي شعدون تاق يقير خانيوش بشبر بقي نشبر ندقو على كيجير هاش تعدر
مصوخينة طعم كي جيشان قاتشة قونشان Так, Ричард, где-то был 31 декабря 94 на 1 января 95-го. Помнишь? Конечно, помню. Я, как и все мои достойные сверстники, в эту ночь был в Грозном, в центре, в районе Дома печати. От колонны, которая была разбита, дороги от консервного завода направление Дом печати. Вот в этом секторе я находился в эту ночь. جمو شوش قلغر حيازين سوش تقل شيناها تسونا قشو اشت غانيقتون 2000 год قشو غانيقتون دو حردم دي غاتس قلغر ازدون دو حردم دي حشق قلغر توشي إذا غالي شوح يغاوى حيوقت شينا 6 أغسطس لزير تسونا دعس قلغر ازدون يتس قلغر يقين يتس قلغر. Да, Ричард, этот был участок, туда шли по направлению к центру колонны, которые заходили с севера. Этот участок за нами, там и Роглинские были войска. В принципе, уже в центре шли бои, можно было сказать, что мы находились в каком-то смысле даже в тылу врага. Уже через нас прошли колонны в центр, на площадь Шейха Мансура, на площадь перед президентским дворцом. Со стороны вокзала шли, была как бы другая колонна. Ну, у нас в эту ночь была большая черезполосица. Колонны на полном ходу, они пробивались в центр, а мы где стояли, там и стояли, и пока у нас были заряды, били по технике. В нашем участке там действительно было очень горячо, просто была ночь, и я же в армии не служил, был студентом у нас в университете, потом поехал учиться в исламский университет в одной из мусульманских стран. И прямо с учебы вернулся на войну. Поэтому этот контраст такой был сильный, но абсолютно не шокирующий, напротив. Вот здесь как бы сработал, как говорится, генетический код. Я возвращался, осознанно зная, куда я возвращаюсь, несмотря на малый возраст. И был очень рад, что успел на это попасть, вот именно к этой дате. Теда Акелган, Масери Духу Чур Хосмашка, Акелган Вежи. Вечер Шивоши Цадевиши Кант Акелган, Девиши Кант, Тинси Карузу, Тинси Вейнвал, Травиши, Дак Штайранчи, Яхк, Яхка, Шахал, Цулхалар Шяхк, там Юртер Кешнаш Тавирзен. Так, Юкер Ваша Хосболт из-за Сади Гудра Акелган. 2000 год. Сади Кутер очень надо отсюда из-за так аргунер уйцел бейш чудо общей сложности да он где-то пост так чура цан хусми о где-то буа да он цан то ласка чок было нахчу бях كان شيء حال بيان برختك بواحد صار ولا بس نشتغل دقيقة خلينا شيء كده بيش تلصق نقعد هنا ونصير داخل نشان نقعد عشت وشو وشو يقير نقدون آمين تيتشر بلوجر إنجليش ريسو مسي داخل نشان قلب بود دقيق البود دلا حردوح اللي تنبري أتبص خلب العي إذا دونا وأدم وأدمي أتسعد لي يول يغزلو دق شرشكع وسبري هديجنش دين قولي يغزلو يشيرك يغزلو تحنمت قولين دونا
أدمي دقنش كالي آريا لا أت موستخ شو دوقع وش بيسيري دون أز دينا بروستا ينتي شو أنت بيحكنا ويبتشعلق ويقولن بتشعلق ويقول يوغو غيرتنا اليوم أدوتوش يخان شو أقول له يوزلو يريز آريا لك دون ديلا ما هم تيور تعرفوه دون ما دقر تسبب السياق عندي كورتنا شيك وياتر نستخدم ما حيش مش مدوي سكوتشر بوي باتي تحلو غرياتي تبص أدمي تاع باش الغير ثم تحلون أولياش باتر قش تحلون أولياش لا تبص لتر باتر ويناخ يتيح بوغدي وات راسم التاج تصلو совсем вообще دونا يتيح دونا تحلون أولياش باتر تهندا مغلا أتموستخ شون دها سبريغ ديجر إمام شم نظام لا خلت إمش علبك حجزام لا خلت شلون ديني كنو أنشأنا مصو أنت أتقومو أتعيدلو أتبش حقولاتينو خارسو إزل مصو من أشير إيتا يدقجو يجيز برضو ديناك أنت إذا استعمل ده شو دينا أتمال هالشيء يدو إذا بدن просто تتليت سيارش كدونه أو يدو تمام كيتش بوشتوان بيش بر تاك إزيك دون بيسنش просто أدمي أدمش دوش يش يرش كتتل كره جرز دوش تاك просто يت بعمل كير كنا دون Да, Ричард Хартман, да, так и было. В эту ночь никто не думал о завтрашнем дне, доживет ли он до завтрашнего дня, не думал о последствиях. Но ночь новогоднего штурма, который готовился как новогодний подарок президенту России Ельцину, обернулся полным разгромом российской группировки в Грозном центре. Потому что чеченский народ в эту ночь был един как никогда. В едином порыве все вышли, в основном безоружные, и просто сокрушили российскую армию в центре Грозного. Это одна из ярчайших страниц истории чеченского народа и всей мировой военной истории. Подобного сражения, наверное, не было. Так. Allah purbans ettir ushbah تعشي كويات الله تعيش أرمي دلدو شو مدة ترسانتي عدينك دوان إيش شو برشو تتبليرش заходили с 3 сторон колонны. Вот сегодня мы видели, да, в Украине, как Алексей Арестович рассказывал про колонны, которые они наблюдали с дронов сотнями единиц, которые входили в направлении столицы Украины, Киева. Колонна из 100 единиц, колонна из 200 единиц, колонна из 300 единиц. И вот такая бесконечная вереница колонн. И то же самое мы наблюдали в 1994 году по направлению к Грозному. С 3 сторон шли вереницы, бесконечные вереницы колонн. Сосчитать их просто было невозможно. Группировка, которая входила в Чечню, которая наступала на Грозный, она по численности была соизмерима с группировкой войск, которая наступала на Киев. Может быть, даже больше, потому что на всю Украину тогда вышли где-то около 200 или 250 тысяч войск. На Грозный шли более 100 тысяч российских войск. Это вертолеты, самолеты, колонны, бронетехник. То есть они просто хотели чеченцев повергнуть в шок. Но они не учли, что этот народ уже натерпелся, это народ, который имеет многовековой опыт борьбы с Российской империей, и что он уже готов как бы взять реванш за все минувшие обиды, за геноцид 1944 года. И вся вот эта сконцентрированная ярость чеченского народа, ответка, они ее ощутили на себе в эту ночь.
Это было, помимо всего, сильное зрелище. Мне 22 года, бой начался ночью. Когда рассвело, и мы увидели растерзанные тела российских солдат, шок был, но иного рода. Не тот, который ожидали российские оккупанты. Вот. Вчерашняя мирная жизнь перейти сегодня ночью провести бой под грохот, стрельбу и утром увидеть растерзанные тела российских солдат. Это было сильно. Да, тут один пишет, что цинки из полусгоревшей бронетехники доставали 10-11-летние детишки, мальчики. Так и было. Мужчины воевали, а мужчина это от 15-16 лет и выше. Это уже мужчины. Детишки 10, 11, 12 лет таскали цинки, гранаты с полусгоревшей техники. Где-то себе схроны делали, где-то передавали взрослым. Да, был расчет на то, что при виде огромного количества войск, которые входят в Чечню, что просто военное руководство, военно-политическое руководство Чечни будет морально сломлено, и они просто не окажут сопротивления. Немногочисленные, по их мнению, подразделения, как вроде президентской гвардии, национальной гвардии, я не знаю, там несколько специальных подразделений, РДБ, другие, что они не смогут оказать никакого сопротивления наступающим войскам, а именно эти подразделения, которые имели более-менее какой-либо военный опыт, они оказали первое сопротивление, они крушили первые колонны, это, наоборот, подогрело просто чеченцев, которые с сел с топорами, с двустволками, с гранатами ринулись в Грозный. И, в общем, она вот за эту ночь, эта война стала народной, буквально за одну ночь. Валейкум салам, Анвар. Да, болел, я уже какой раз подхватил корону. Последняя ее версия, она очень интересная была. Ее модификации очень интересные. Ну, в принципе, я проходил на ногах, но несколько дней 4 я пролежал все-таки. Где-то недавних 3-4 дня я все-таки пролежал. Организм уже имеет какой-никакой иммунитет против этой болезни. Так, Аюб Сулейманов. Да, славная была охота. Как было сказано, откройте на них охоту. Вот мы помним эти слова, ламбады. Ищите, крушите, делайте на них охоту. Славная была охота. Так, Дос Сантос, алейкум салам, как ты видишь падение режима Путина? Падение режима Путина может быть по-всякому, сценарию много, и знать о них мы не можем точно. Но то, что причина явится война в Украине, в этом я не сомневаюсь. Freedom маршу Нохчи. С наступающей победой всех героев свободолюбивых народов. Иншаллах, мы обязательно победим в этом году по воле Всевышнего. Такбир Аллаху Акбар, слава Украине и свободной Ичкерии, пишет Freedom. Иншаллах, победа уже не за горами. И мы наконец-то увидим, как труп нашего врага проплывает перед нами. Freedom Ичкерия, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху.
Джамбулат хотел спросить, как идет работа в Украине. Идет по плану. Как запланировали, так идет. Но начало всегда такое. Сейчас торопиться не надо. Нужно сейчас сделать такой добротный, плотный заклад в основу нашей начинающей совместной работы. Именно этот процесс сегодня идет. Иншаллах, скоро уже будут видимые действия какие-то. Но пока вот идет такая работа. Ричард пишет: Джамбулат, очень правильное решение вы приняли, что в одностороннем порядке решили больше ничего не говорить про оппонентов. Это решение давно назревало, Ричард. Мы давно понимали необходимость такого подобного решения, но обстоятельства где-то были выше нас. Мы наметили очень важную работу по созданию единой силы. Мы понимали, что нужно предпринять такой шаг, чтобы все вот эти старые противоречия, чтобы их преодолеть, что нужно создавать новую молодую силу, вовлечь туда все здоровые единицы нашего народа, потенциально готовые к действиям, которые не просто будут перетирать прошлое, а будут смотреть в будущее, планировать и будут готовы к действию. Мы, конечно, хотели в этом видеть больше людей, но мы также понимали, что вот эти все старые терки, что они никогда не позволят нам вот на начальном этапе выбрать всех, что нужно выбрать тех, кто понимает, а уже по результатам действия, что будут затем уже осознавать и другие, что этот шаг был необходим, и что они со временем будут подключаться к этому процессу. То есть процесс нужно было запустить, а самому процессу шло очень сильное противодействие, невероятно сильное противодействие, и сразу перейти на такой мораторий мы не могли. Нужно было как-то отвечать, как-то реагировать на нападки, чтобы все-таки вот этот этап был пройден, чтобы съезд состоялся. И тогда мы понимали, что это имеет такой результат, как побочные действия, что мы втягиваемся в этот процесс, где нас не могут не смешать с грязью, но нужно было как-то пройти, иначе невозможно было. А сейчас, когда этот шаг сделан и продолжаются нападки, и не имеет никакого уже, то есть нет никакого резона продолжать это. Значит, все, мы сделали то, что хотели. Мы сделали шаг, мы начали процесс. И сегодня те, кто говорили, что мы являемся причиной всего того, что происходит, мы вот таким односторонним мораторием можем доказать, что нет, мы и тогда, прошедшие годы, добивались единства, но оказались непонятыми. И тогда мы просто делаем то, что требует от нас обстановка. Мы не можем стоять все время на одном и том же месте и продолжать все время вести вот эти какие-то споры, которые не имеют конца. Сейчас нам даже вредны. И мы надеемся, что наш шаг, предпринятый нами, он также поспособствует тому, чтобы в один день все-таки и наши оппоненты осознали, насколько это все нам вредило до сих пор, то, что мы не предпринимали подобного шага, что нужно было все-таки через себя переступить и иметь силы выйти вот на такой путь. Сегодня мы видим, как продолжаются нападки на нас, идет открытое стукачество, открытое доносительство, бесстыдное такое, беззастенчивое.
Но мы придерживаемся принятого решения, иншаллах, будем придерживаться. Все, наверное, видели сообщение Казбека Итукаева. Мы знаем, что он был всегда в нашей команде последовательный, но он не всегда вел свою как бы частную войну, не всегда он вел от нашего имени. У него были свои какие-то и личные мотивы. И это было его решение, самого Казбека, что мы никогда не отказывались от нашего товарища, несмотря на его наговоры на него. Мы его знаем давно, ничуть не сомневаемся в нем. Все, что на него там говорят из каких-то, я не знаю, вырезок из его каких-то старых интервью, мы его видели в деле, и нам не нужно там на него как-то какие-то компроматы шить, потому что этот человек, он проходил перед нами, мы знаем его. Но у каждого человека есть своя особенность, он не пропускает какие-то вещи. Я лично ему говорил, что не надо этого делать, но и сегодня это было его решение, что он выходит с организации Бортмаршрут. Дальше уже то, что он делает, это не будет касаться нашей организации. Мы свой мораторий сохраняем, намерен его сохранять до конца, мы его не пресечем, и Казбек его не собирается нарушать. И тем не менее он объяснил причину своего ухода. И что еще по этому поводу? Вот нам говорили, что вы несостоятельны, потому что от вас уходят люди. А кто от нас ушел? От нас не ушли, просто отошли в сторону по причине болезни Сайдама Усманов. И еще несколько товарищей, 2-3 товарища, которые просто никак не противоречия с нами, отошли в сторону на какое-то время. И мы все должны видеть, сколько пришло новых лиц, причем очень значимых, влиятельных, людей в возрасте, людей с большим опытом за плечами, очень много людей молодых, сколько целых чеченских диаспор, целых крупных городов Европы стало за нами во время процесса созыва съезда, во время самого съезда и после съезда сколько. У нас сама группа Бортмаршрут, это старейшая наша как бы партийная группа, она буквально за последнюю неделю она резко пополнилась в рядах. Мы намерены ее до конца года расширить максимально. Также уже работает у нас совет. Совет, это не просто люди, которые единомышленники, как были в начале Бортмаршрут. Это именно люди делегированные. На основе этой базы мы будем делать то, что мы предлагали нашим так называемым правительствам, но они не захотели этого делать. Теперь все, нам уже придется брать ответственность на себя, и мы уже взяли ее и будем работать, иншаллах. В глазах у людей, пишет Аюб, не чувствовалось ни капли страха, все были волчьими взглядами. Аюб, мы с тобой знакомы с тех пор, давно уже. Да я рискнул за воспоминания. Конечно, хотелось бы нам, несмотря на то, что это были трагические дни в истории нашего народа, но это были такие замечательные дни, когда народ воспрял и имел шанс отомстить за все, что было с нашим народом. И, альхамдулиллах, мы возносим хвалу Аллаху, что нашему поколению в наши юные годы выпала честь быть участниками этих событий и расквитаться за все старые обиды империи, чтобы конкретно ей дать сдачу и отомстить за погибших наших предков, за геноцид. Поэтому
человек, который прошел через это такие ощущения, которые не передать словами, это просто нужно пережить. Война всегда жестокое, грязное, трудное дело, но все-таки героика, которую часто воспевают в войне, и некоторые там считают, что это просто последствия героизируется война, на самом деле там ничего нет романтичного, героичного, это не так. Война все-таки настолько обостряет в людях все чувства, и, наверное, такие кульминационные моменты истории человечества. Есть все-таки в войне героика, и есть своя романтика, несмотря на то, что погибают люди. Так, тут я уже не успеваю зачем на вас льют действительно грязь, зачем этот мораторий вам нужен, раз они не останавливаются, спрашивают. Мораторий нужен, чтобы можно было отделить то, есть, когда мы отвечаем, мы все-таки смешиваемся, и для обывателя трудно отделить зерна от плевел, как говорится. Поэтому мораторий нужен был. И я думаю, что это правильное решение. Казбек, горячая голова, да. Казбек, с одной стороны, хотя это его была личная инициатива, с одной стороны, как говорится, горячая голова, но методы, по крайней мере, вот как объяснить? Было время, когда во время войны, никак не оправдывая какие-то крайние меры, если бы чеченцы не отвечали бы жестко, так же, как терроризирует чеченский народ, то агрессия врага, наверное, была бы намного еще более жестче. И вот что-то подобное было, наверное, действие самого Казбека. Ассаламу алейкум, Джамбулат. Когда вы намереваетесь прекратить односторонний мораторий? Мы пока не намереваемся его прекращать. Я думаю, что нам вообще не возникнет такой необходимости. Если даже будут продолжаться нападки на нас, я не думаю, что нужно прекращать этот мораторий. Мы скоро начнем действовать по программе, которую мы наметили, и сама работа уже будет сама за себя говорить. Так. Салам алейкум, Джабулат. Я видел сегодня фото, где ты молишься с Закаем. Фото актуальное. Актуально. В чем оно может быть актуально? Я могу молиться за любым мусульманином. Это фото 2020 года во время встречи в Берлине. Я заявился туда с конкретным докладом, с дорожной картой, где было 9 пунктов. Но все это, конечно, было спущено в яму круглого стола, так называемого. Не было никаких 9 встреч. И мы знаем, что у нас за Кадыром-старшим молились и Шамиль Басаев, и другие наши герои. Это ни о чем не говорит. Потому что люди в разное время, они разные. Кстати, Закаеву туда мы уже завершали нашу молитву.
А имам, который начал чуть раньше нас, имам и несколько товарищей, они чуть раньше завершили молитву. И Закая туда стал на место имама. Но это было сделано намеренно, по подсказке его товарищей. Им это фото нужно было, но пускай оно есть теперь у него, это фото. Пускай любуются. Так, Джамулат, можешь рассказать, каким был шейх Фатхи, если регламент эфира позволяет? Наш регламент нам позволяет, у нас, хотя сегодня обозначено новогодний штурм Грозного, ограничений никаких нет, конечно, позволяет. Тем более шейх Фатхи достойнейший человек нашего народа, и говорить о нем можно в любое время. Ну, у нас в истории много было праведных людей среди чеченцев. И я не знаю, наверное, вот люди, которые истории у нас, которых мы знаем сегодня как Аулия, не тех, о которых придуманных персонажах, о которых мы говорим, то, что мы до них додумали, а люди, которые действительно были праведниками, мы их не видели, они были в истории. Вот я считаю, что если в наше время был праведник, который призывал к праведности, который призывал ко всем чистым истокам религии, чистым традициям своего народа, то это был шейх Фатхи. В наше время были и другие, но он наиболее яркий, заметный среди них. Это такой феноменальный человек среди чеченского народа. В его присутствии всегда есть у человека нур. Человек может говорить об исламе, но у него может отсутствовать нур. Сегодня много тех, кто говорят об исламе, и у которых отсутствует этот нур. Шейх Фатхи не был, наверное, таким сильным исламским ученым. Не наверное, он точно им не был. Но это был человек очень одухотворенный, и который сделал очень много для того, чтобы в чеченском народе возродились его духовные основы. Таким был шейх Фатхи. Он, помимо всего, характер, Аллах дает человеку характер. На его похоронах, чуть позже он приехал с Штатов, его брат Ахмед. Я был удивлен, насколько они были похожи в характерах. То есть Аллах этой семье дал какой-то особый нрав. У них в семье это уважение к собеседнику, уважение к другому человеку. То есть то, что человек сам себе нарабатывает своим трудом осознанно, а есть то, что вложено Аллахом. Аллах этой семье даровал очень красивый нрав. Я такой же нрав видел в семье у Абдул-Халима Садулаева. Они-то наши, аргунские. И шейх Фатхи у нас, когда приехал с Иордании в Чечню, он жил в Аргуне, недалеко от меня. Буквально за углом у нас наша улица Гагарина пересекается с улицей, которая ведет к Девятиэтажке. За углом буквально метра 200-300 от нас он жил. Был моим соседом до войны. Во время войны он уже переселился в Курчалой. А Абдул-Халима я сдал с юности, да. Он был женат на моей соседке, которая прямо напротив, у них был дом через дорогу. Она стала шахидом, иншаллах, Фатима. Пейтмат улыбнулся. И Абдул-Халим, их семья, та же самая история. И его братьев я знаю. У них в семье этот характер такой. Я белой завистью завидую такому характеру. У меня его нет. И люди с такими характерами, им если они избирают путь духовного проповедничества, или, я не знаю, то есть в них заклад больше, им наверное, легче выйти на эту стезю и вести эту работу, потому что у них есть уже такой данный Аллахом, такой хороший заклад. Не всякому это дано. Именно из этих семей
вот сколько их братьев, от них вышел Абдул-Халим, и из семьи Фатхи, естественно, вышел сам Фатхи. Другие братья, они не стали такими, как они, но они вот по характеру, по нраву, они схожи. Салам алейкум. Джамбула, чем вызван недавно названный вами мораторий, Барков? Ну, мы говорили, чем он вызван. Мы говорили, что мы все-таки участвовали в этих дискуссиях нелицеприятных вынужденно. Мы должны были как-то защищать свою позицию. Нам нужно было сделать намеченный шаг. Ему мешали, и у нас вообще намерения не было вести какие-то вот препирации со своими оппонентами. Нас в это втягивали, и по факту текущих событий как-то мы вынуждены были это делать. И сейчас мы, когда отказывались от этого, мы это делали с большим удовольствием. Объяснять все, есть большой соблазн все объяснять, на самом деле объяснять ничего не надо. Если удалось сделать шаг, если есть намерение и возможность сделать очередные шаги, то сами шаги будут за себя говорить. Но вот всегда есть какая-то красная черта, которая пугает простых людей, обывателей. Вот если вы сейчас туда подойдете, так будет плохо, так будет больно всем. Мы же помним эти слова, что вот может пролиться кровь и так далее. Люди действительно были запуганы, и был такой общественный психоз, можно сказать. Но сегодня тот день прошел, ничего страшного не произошло, но есть изменения в лучшую сторону, и открылись большие перспективы. И сейчас люди уже смотрят по-другому на это. Поэтому идем дальше, развиваем успех. Никаких больше споров. Пускай говорят, что хотят, пускай стучат, пускай оговаривают, наговаривают. Вот. Мы этого делать не будем. Тут пишут по общекавказский политпроект, так, разработка общекавказского политической идентичности, кавказской нации, все это столпы, на которых надо строиться. Кавказская тема, она никогда не была для чеченцев как бы чуждой, но и на кавказском проекте чеченцы часто обжигались. Сам исключительно национальный проект, он никогда не виделся как таковой, то есть вещи в самом себе, но крепкое чеченское ядро для будущего общекавказского проекта – это как бы необходимое условие. Поэтому пока мы делаем то, что в наших руках, мы укрепляем наше чеченское ядро, кавказские народы должны быть ментально готовы идти с нами вот в одном ряду. Я не говорю, что такое готовности нет, но если до оккупации Кавказа России это было более ощутимо, то сегодня мы видели в ходе последних двух войн, насколько у нас есть дистанцированность вот в пройденных этапах, и кавказцам нужно подтягиваться, иначе этот кавказский проект, он станет таким, ну, это будет, скорее всего, утопия, которая просто провалится и под собой погребет все наши светлые мечты о будущем едином Кавказе. Поэтому нужно просто подтягивать кавказцев, помогать им в этом.
И вот когда это произойдет, тогда мы сможем приступить к практическим шагам реализации проекта. До тех пор мы работаем над своим чеченским проектом политическим. Так, Лев Толстой, 94 год, штурм Грозного. И около этого. Штурм Грозного, об этом вообще-то сказано очень много. Сегодня такой знаменательный день. Меня давно не было в прямом эфире, вообще на своем канале. Я решил сегодня воспользоваться этим днем. Если будут конкретные вопросы от молодых наших соотечественников по теме штурма Грозного. Здесь, наверное, есть и другие наши участники, которые напишут, подскажут. Я же обозревал не весь театр военных действий в Грозном. Я видел только участок, на котором я был. Сражение было грандиозное, оно шло на разных участках. Конечно, центр это была особая история. Мы помним и людей, которые там были. Мы помним груды техники прямо на площади, центральной площади Грозного. Как будто специально собрали. На самом деле это просто шли танки вперед, их крушили, громили, и вот такая куча образовалась. Подобного, кстати, не произошло пока. Есть разбитое огромное количество техники в Украине. Мы видели при отступлении с Харьковщины брошенную технику. Это была какая-то ремонтная станция, но такой скученной техники, которая подбита именно здесь, на месте, во время боев, такого пока еще мир не видел. Так, Ичкерия в потенциале нуждается географически, экономически и даже политически в Кавказском союзе. Согласен, и это реалика. А также, конечно, Чечня самая достойная поступает. Ну, тут, в общем, возражений нет, Омар Косоги, да, Омар Косоги, нет никаких возражений, мы будем к этому стремиться. Наши все лидеры, даже вот в начале 90-х у нас же были вот эти разные проекты и Кавказской конфедерации. Ну, расстояние от проекта до практической реализации большое. И я думаю, что мы учимся на наших ошибках. Если у нас будет разрыв поколений, мы опять будем проходить по старым кругам. Чтобы этого не было, наша задача сегодня, наш опыт сохранить, передать нашим наследникам, чтобы мы шли вперед, прогрессировали и под конец достигли единства Кавказа. А сегодня чеченцы просто, они вынуждены больше делать акцент на построение своего национального государства. Наверное, это неплохо в общем для всего Кавказа. Потому что чеченцы на протяжении 19 и 20 века, и теперь мы видим пока что еще в начале 21 века, являются ориентиром в этом действии. К нам приходили, от нас уже шли дальше. И должен быть какой-то плацдарм на Кавказе свой. Должен быть источник того, что мы делаем, идей, источник государственной практики. То есть какой-то источник должен быть. Просто так вещи не реализовываются. Сегодня что нужно от кавказского народа? Чтобы выросла национальная элита, которая способна также. Мы же знаем, что в начале 90-х именно отсутствие элит, подобно чеченской, которые вышли на такой решительный шаг на построение независимого государства, отсутствие подобных элит нам не позволило моментально создать такой Кавказский союз. Я думаю, что есть осознание этого у сегодняшних кавказцев, у кавказской молодежи. И я вижу, что уже постепенно растут национальные лидеры в лоне этих кавказских народов. Вот когда мы их увидим
их политическую зрелость и готовность, увидим какие-то реальные шаги, и тогда нам все это как бы выстроит единую мозаику, не составит труда. А мы уже, если в силу нашего какого-то, я не знаю, наших возможностей, если будет необходимость дать от нас совет, если у нас будут, конечно, просить, потому что мы знаем, это все-таки нашу кавказскую ментальность, нельзя лезть со своими советами, если тебя они просят. Мы все-таки кавказские народы такие чувствительны в этом отношении. Если будут, мы будем помогать. И в один день, я думаю, что вырастет такая единая какая-то кавказская элита. То есть это те люди, которые думают в рамках всего Кавказа. Она должна уже сегодня созревать. Мы знаем, что имамат Чечни и Дагестана, он состоялся именно потому, что была такая элита, которая думает в рамках единого кавказского государства, а не потому, что постепенно эти народы созрели к этому. И также сегодня у нас должна созреть элита, которая думает о таком едином кавказском проекте. Но при этом эти элиты должны быть не оторваны от своих народов. Они должны из них вырастать, исходить и отталкиваться. Иначе произойдет то, что было в начале 2000-х годов, когда приходили самые лучшие сыны кавказских народов в Чечню, но они не имели тесной обратной связи со своими народами и, естественно, не имели там должного результата. То есть все эти моменты нужно учитывать нам в будущем. Тут пишут всякие, то есть стараются, чтобы мы мораторий нарушили, мол, сам открыл ящик Пандоры. Нет, я начал процесс со своими товарищами, процесс регенерации ичкерийской политики, которая была в глубокой стагнации в Европе на тот период. Это не называется открыть ящик Пандоры. Это называется стряхнуть все старые болевые точки. А иначе как вылечить? Болеть не трогай, что ли? Нужно было все это потрогать, изучить болезнь, понять ее, и нужно было это сделать. Джамбулат, как ты относишься к джемалистам, таким как Айсин Руслан, тот же Руслан Кутаев, которые стремятся в перспективе возглавить и переформатировать постпутинские РФ на свою основу. Все, кто хочет реформировать и переформатировать РФ, являются врагами чеченского народа. Никакой переформат, как раз таки этот переформат, он вреден именно для чеченцев и для всех свободных народов, которые когда-то отделились от России, для той же Украины, для казахов, ну и для всех других, для грузин, для азербайджанцев. Никакого переформата. Это как раз таки стараться придать, вдохнуть новые силы наших врагов, чтобы они просто завершили процесс нашей ассимиляции в какое-то единое евразийское геополитическое пространство. Я считаю, что люди, которые мыслят в этих рамках, они просто враги своего народа. Так, Деда пишет, в ту пору был юным, мы ракеты продавали на металл, который вертолеты сбрасывали. Да, этих ракет было много цветного металла. Это было глупо, но нам
это нравилось и нужно было. А когда они бьют ракетами по лесному массиву. Так, чеченцы, ингуши были, есть и будут. Ассаламу алейкум от татар. Ва алейкум салам, брат татар. Иншаллах, мы все были, есть и будем. Империя времени, вечен народ, как пелось песня. Так, Анвар, Финлянд, 9,200 тысяч чеченцев в Европе. Ну, что от них требуется? Здесь не 200 тысяч, наверное, больше. Точно здесь чеченцев больше. Так, Вежи, давайте по теме, что у нас есть еще вопросы. Мы это в час в эфире. Если нет, то, наверное, уже будем завершать. Я давно с вами не виделся, давно у меня здесь старые друзья на YouTube-канале по никам. Их знаю давно. Рад вас был видеть сегодня. Шондерес Лумасана. Те, кто зашли в эту ночь, порадовали меня своим присутствием. Иншаллах, будет время, мы сможем физически встречаться и общаться. Будем по таким датам встречаться также здесь онлайн. Это тоже важно, это тоже часть нашей работы. И на этом, наверное, завершим, если нет других вопросов. Так, все, больше, думаю, тут вопросов нет. Иншаллах, я постараюсь чаще выходить в эфир. Если у нас будут конкретные какие-то вопросы, наверное, эфир будет более такой динамичный, а не такой вялотекущий, как сегодня. Тем не менее, у нас сегодня достаточно было здесь зрителей. Наверное, потому что я долго отсутствовал. Иншаллах, все будет наилучшим образом скоро. Мы всегда, мусульмане, надеемся на милость Всевышнего. И терпели мы очень многое за последние годы. Но сегодня у нас появилась надежда. Альхамдулиллах. Так, Вежи, вы дальше можете тогда как бы продолжать чат, переписку. На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.